чё, бродяга, твой выход? Заждался ты, родной, да? Ну ничего, давай-ка, чем ты нас удивишь? Друзья, всем привет! Доброе утро! Ну что, начало декабря, ребята. Вроде как зимняя рыбалка. Зима пришла наконец-то. Правда, без снега, но что-то нарисовывается. Сегодня -8, ребята, завтра 9, 11. В общем, вся неделька такая за десяточку. Ночью там 12 в районе. Нормально. Ну, правда, ребят, снега нету. На дворе у нас 6 вроде, если не изменяет память, декабря. Республика Коми, ребята, южная часть Республики Коми. Вот, пожалуйста, сколько снега.
Это уже 5-й снег, наверное, который, скорее всего, уже не растает. Я надеюсь, а то хрен знает, ребят. Это уже 5-й снег, который выпадает, и труба. Было уже порядком даже в районе 15 сантиметров. Все это растаяло. Короче, какие дела, ребят? Первый выезд на мотобуксировочке Тафалар 600. Многие знают, что владею данной техникой. Собаки, ребята, уже в данный год будет 4-й сезон. Шикарный аппарат, 600-очка, 20-й двигатель на толкаче, ребятки. 4-й сезон, да, брал я его в 21-м. Вот. Собака, ребята, у меня обслужена была еще осенью. Точнее, не осенью, а прошлой весной. Да, я сезон немножко не докатал. У меня была небольшая поломка в плане подвески. Там у меня пружины устали. И, короче, загонял я Владимировичу. Владимир мне перебирал полностью подвеску. Поменяли, ребята, катков порядком 12 штук, что ли. В общем, заменили цепи, масла, все смазано, реверс-редуктор. Короче, все протянуто, все прошприцовано, ребята. Новые цепочки, новые звездочки. Все, огонь. Собака, в принципе, обслужена. Я ничего не заморачивался, знал, что собака у меня готова и так далее. Все, у меня здесь запылился, ребят. Запылился родной. Обычно мы уже в октябре, конец, начало ноября, уже бывает выезжаем. Как минимум на лед выходим. Ну а тут вот, ребят, начало декабря. Так что как-то так. Все, сегодня, ребят, задача у нас добраться до реки. Правда, тяжеловатенько будет, я думаю. Снега не очень много, но как-то нужно ехать. Речка небольшая, лесная, и задача, ребят, может пару дней покататься, половить живца. Живца надо заготавливать. Скоро, ребята, будем заезжать на местные озера. Покатались, были 2 экспедиции. Спасибо, ребят, за поддержку, за просмотр. Вот, но это далеко отсюда. Теперь будем окучивать свои прибрежные места, так скажем. Вот, еду не один, еду с Костей. Костя тоже на Тафаларе, на 600-очке. В прошлом году мы ему брали. Вот, и как-то будем ползти. Не знаю, конечно, дорога такая будет себе. Пойдем медленно, потому что вот эти кочки, они сейчас в данный момент, были дожди, они сейчас как камни. Вот. Видите, ребят, как камень. И, соответственно, вот корыто страдает в большей степени. Подвеска, ладно уже. Вот, ребят, так что вот, как-то так, только вот расцветает. Сейчас выезжаем в деревню и встречаемся с Костей возле магазина. Договоренность была на 9 утра. Так что давайте, друзья. Ну и на удочку порыбачим. Тоже прикольно. Сорога, елец, окунь. В общем, что-то такого плана. Если будет крупно, естественно, на котлеты. А что-то все среднее, все в кан. Все, ребятки, давайте со мной. Конь мой вороной. Немножко покажу вам. Сейчас как раз это, ну, грубо говоря, центряк, центр деревни. Вот у нас, ребята, клуб, дискотеки. Кстати, сегодня пятница, завтра будет суббота, завтра будет дискотека. Подтягивайтесь на деревенские танцы, ребята. Ну, сами знаете, деревенские танцы. Вот, почта подъехала. Здесь почта у нас, и вот школа такая большая. Новая школа. Как бы все нормально. Магазинчик.
Ну, в принципе, больше и нечего показать. Так что деревня живет, слава богу. Потому что рядом много вот деревень, поселков, которые уже, ну, реально закрываются, и уже все. Труба, так скажем. А вот, как-то ну так, ребята. Даже тренажерки есть, чтобы вы понимали. Здорово, здорово. Ну, а население, ребят, 300 плюс. Не очень большая. Вот. Получается, школа новая, и с приближенных деревень, где школа совсем плохая, возят детишек сюда на учебу. Вот. А раньше школа стояла здесь. Я вот учился именно здесь. Разобрали ее. Вон труба, кочегарка. Есть центральное отопление, но не у всех. Это конкретно школа, почта, там, клуб и пару там домов, грубо говоря. Все остальное печное отопление. Но тянут газ. Так что, возможно, здесь будет еще и газовое у кого-то отопление. Мы, ну, у мамы не знаю, как это все будет происходить. Это будет как-то планово, в плане какие-то бюджеты будут выделяться или своим ходом. Непонятно вообще. Так что все, Константина жду. Где-то должен подъезжать. И в путь дорогу. Не знаю, как зайти. По какой дороге поехать. Потому что дороги, блин, вообще ужасные. Мне кажется, по траве, по полю будет намного, ну, помягче. О, Костян прет. Что-то опоздал сегодня, проспал, скорее всего. Рыбаки уже проехали все. Ну, сейчас все на машинах, ребят, можно проезжать еще. А мы что-то решили снегоходный сезон открыть. А, Костянчик, 600-очка. Че без чехла-то, Костян? Привет. Так, друзья, ну что, добрались до точки. Вот на машинах спокойно можно проехать.
Ну это до поры до времени. Потом наш выход будет, так скажем. Да, тяжеловато, конечно. Едешь как, я не знаю. Блин, жалко, конечно, технику. Ну а что? Рыбанутые они такие. Прут, прут, прут. Так, аккуратно, что, потихоньку, не спешонько. Кочки где-то бывают, да, вот так. А так как бы нормально, в общем. Тут у нас не склизы, так что ничего страшного. Это вот на склизах, когда снега нету. А так нормально. Проползли. Народ есть, народ рыбачит. Посмотрим. Так что давайте начнем. Ну что, погнали. Погнали, погнали, погнали. Что-то так махают вроде. Чуть по чуть. Рыбаки, рыбаки ловили рыбу. Приветствую. Здорово. Че, как оно? Да он поклевки пока не видел. Тишина? Да. Женек, здорово. Да? Понял. Че, Женек, клюет? Так, осел, да? Че, как доехал? Потрахивает, да, маленько? Базара ноль. Так, водички надо сначала набрать. Водички, водички, водички. Сегодня, говорят, плохо клюет. Похолодало. Рыбка стала. Тут течение, наверное. Попробуем отбить глубинку. Блин, фигня тянет. О, отбил. Отбил, ребята. Ладно, что, попробуем. Оп, поехали. Глубина метра 3,5, наверное. Крутимся, крутимся, вертимся, ребята. Найти не можем. Тут обычно окунь. А здесь поглубже. Попробуем. Пока нифига. Пару подъемов видел. И все. Погода поменялась на мороз. Вот, понятное дело. Мужики с кормаками сидят, и то не клюет. Будем искать, как говорится, поиск, поиск.
Ветер поднялся неприятный. Так. Ну давай. Тут что у нас по этой стороне? Какую-то мелочь бы найти, да и все. Мужики-то там крупника ждут. Крупносорога елец там выходит. Голавль даже попадается. Пока непонятно, ребята. Вот к выходным там снег пойдет. Вот, наверное, будет клевать. Снег нам нужен вообще. То ездить невозможно. Ну, побурю сейчас здесь локацию эту. Может, что надыбаю. Нифига. Опа. Ох ты, блин. Окунь. Так и сказал, что окунь. Это окунек. А зачем он нужен? А? У тебя есть? У меня, да. Кот есть, да? Ну, у тещи. Понял. Надо забирать тогда. Котам-то нужно. Ну, говорю, окунь, блин. Так и подумал, что мелкий окунь. Шуга. Шуга. Ух ты, блин, ё-моё. Ёж. Ребята. Вот это, да. В яме ёж. На налима пойдет. Вот она, ребята. Нашел я ее. В середине. Все рядочки. Нормально. Так, будем продолжать. Так, ладно. Будем ставить тяжелую артиллерию, ребятки. Тяжелую артиллерию. По-хорошему не хотит. Будем брать по-плохому, как говорится. Так.
ребята, едем домой. Пробили дорогу, заодно посмотрели переезд. Такой, конечно, себе там ледочек. Ну, я думаю, сейчас за выходные должно подмерзнуть. Вода поднялась, да, береги большие. Все, в деревню домой. Ребята, доброе утро. Ну что, час X, так я бы сказал. Выезжаем. Долгие сборы, конечно. 2 дня, ребят, пришлось уделить по живцам. Ну, что-то плоховато как-то клювало, блин. Не знаю почему. До этого вот была погода такая, знаете, теплая и прям клювало. Барбосик подошел местный. Еду, ребята, еду один. К сожалению, Костя не смог, заболел. Вчера вечером звонит Андрюха, температура, говорит, 39. Не знаю, дай бог поправится, Костян выздоравливает. Ну, а я, ребята, в тайгу, на Таежное озеро, на Коварное. Причем, надо заметить, уважение к нему присутствует, имеется. Хорошо, ребят, выпал снег. Всю ночь такая была метель. Вот прям подсыпало. Будет проще идти. И у меня получается 3. Ну как 3. Первое — это река, ребята. Надо пересечь реку. В том месте лед тонковатый еще. Плюс вода поднялась за береги. Ну, где-то будем ломать, наверное, где-то будем проскальзывать. Ручей, ну и по самому озеру примерно надо будет идти в конец. Ну, я так плюс-минус. Взял, ребята, все. Вот у меня здесь брикеты, жерлицы, живец, полный кофр. Там еда, шуруповерт, запчасти, инструмент. Без этого никак. Ну и, в общем, сани полные, ребята, для ночевки. Палатка, полы, спальники, печка, короче, топливо с запасом. Думаю, нам хватит. Не знаю, как по клеву. Вчера ездили туда пацаны. Они проезжали, рыбачили, и вроде как лед нормальный. Много воды, правда, на озере, но это не суть. Рыбалка была плохая. Вот, не знаю, ребят, постою, посмотрим. Если будет клювать, то останусь на ночь. Если нет, возможно, оставлю жерлицы в ночь, а сам уеду. Как бы не буду ночевать, кайфовать. Хотя посмотрим, ребята. В принципе, я взял все. Там уже поглядим. Ну все, что. В путь дорожка фронтовая. Полетели. С Богом, как говорится. Хорошо, ребята, подвело. Так вообще приятненько. Собака мягенько пошла. А то до этого идешь, блин, как по камням. Жалко технику, конечно. Но охота пуще неволи, сами понимаете. Буранку местами перемело. Вот здесь мы 2 дня катались с Костяном. Местами его вообще нету. Ну, снега мало, ребята. Начало декабря, снега вон. Что это, пыль вообще. Ладно, идем до реки, ребята. Смотрим проезд. Будем штурмовать, будем пробовать. Так, друзья, ну что, добрался я до реки. Вот наша речушечка. Ну, говорю, ребята тут ходили.
А там поломали подъем. Ну, короче, проверять смысла нет. Мы когда с Костей живца ловили, тоже смотрели. Просто проход был. Чисто вот здесь вода была. Ну вот она здесь тоже присутствует. Ладно, что, спокойно, переедем сейчас. Все. Что-то прохладненько, блин. Уезжал из деревни -5. По ощущениям, что-то как будто здесь побольше. Мне так кажется, влажность. Влажность, наверное, скорее всего. Ладно. Сейчас спокойно спустимся и все. Без всякого кипиша и лишних мандражей, как говорится. Ну давай, вороной. То застоялся уже. Как месяц должен уже работать, а то в гараже все прохлаждался. Нормально, даже смотреть не буду, все четко. Ну что, сейчас, возможно, косачей поднимать будем, ребят. Здесь в этих местах косач есть. Может, что кого увидим. Ну что, сейчас болотами, полями до озера, до ручья. Ребятки, еще один этап пройден. Я на ручье. Пацаны заезжали, вроде как нормально. Вначале там что-то похрустывает. Вот. А так этот ручей тоже, ребят, пару раз тут заезжали, ребята, проваливались. Болотистые, они бывают даже зимой не замерзают. Вот. Короче, ладно. Нормально. Обычно болотом ходили. Ну, вода сейчас, блин. Еще снег как раз выпал, не видно ничего. Ладно. Ехали. Нормальный лед, ребят. Все. Здорово. Озерку, привет. Ну что ты? Чем порадуешь? Опылили. Ты, говорит, боялся, даже юбка не помялась. Ну, знаете, когда здесь такие эмоции я испытал, когда утонул, то, блин, вообще, ну, знаете, в первый раз, как заезжаешь, все равно как-то вот это вот эти вспоминания, вот этот страх, как-то, знаете, ребят. О, ну, связь какая-то поймал. Ну, все, что, отлично. Лед хороший, воды здесь нету, но вода здесь будет потом, потому что сейчас лунки буду делать. Остановился, слышу, что-то жужжит. Шуруповерт, короче, работал. Как-то зажало, видать. Блин, вижу, батарейка не разрядилась. А то я ручной не брал. Так, ну что, время-то, ребят, уже пора, должно уже жерлицы стоять. Но я специально поехал по светлу, потому что, ну, ничего не видно. Ну, снега мало. 8:34. Через полчаса уже выход. А я еще не поставил ни одной жерлицы. Надо поспешить, ребят. Вот. Такие дела. Короче, все, ладно. Все остальное потом. Сначала жерлица. Возьмем пятачок здесь. Туда. Поехали.
Нормально себя чувствуете? Нормально, вроде. Ножи, конечно, убитые, блин. А еще новые не пришли. Не успел. Вот так вот. Нормальный лед, ребят. Хороший. Сегодня взял старые жерлицы, так как новые, может, оставлю в ночь, уеду. Жалко. Танаровские жерлицы. Мало ли украдут. Те жерлицы, блин, дорогие, конечно. А так танаровские, что, старенькие поставлю. Ну, сейчас потихоньку, помаленьку, как обычно. Как обычно, ребята. Все, погнали. Первая есть. Раз, два, три. Живец, конечно, у нас матерый, ребят. Такие сороги крупные. Ничего, пускай. Так. Как обычно, на двойничок. Под спиночку, ребят. Ой, на двойничок и под жаберку. Что ты там? Что какая-то невеселая. Ты что, подруга? Такую нам не надо. Нам что-нибудь бодренькое надо. Нормально? Так нормально. Это нормально, ребята. Тихо. О, зашевелилась-то как. Опа. Поехали. Первая пошла. Давай, подруга. Ну вот, ребят. Так и попрем сейчас. Присыпем немножко. Так вот снег есть.
Мороз будет. Близко подходить не надо. Здесь граница травы. Летом я здесь был, понимание есть. Ножи надо срочно менять. Подуставшие. Подуставшие ребята. Полностью не убираю, ребят, шапочку делаю, потому что вода, видите, выходит. И, соответственно, что потом жерлицы не плавали. А вот эта шапочка, она подмерзнет, как корочка такая будет. Нормально. Тик. Монтаж жерлиц простой, ребята. Леска где-то 45-я, цветная ставлю. Когда выдалбливать, очень удобно, не поранить, не прорубить. Грузило, оливка, червонец. Почему 10? Потому что на реке бывает рыбачу. Стопорок, ребят, это для того, чтобы вот отверстие в оливке бывает широкое. И можно узлом стопорить, но бывает она туда проваливается и грузило не ходит. Вот ставлю стопорок. Ну, поводки 25 и вот второй номер, двойники, щучья смерть. У братульца можно заказать поводки. У Паши, я имею в виду, двойники, грузила. Все вам сделает, если нужно. Раз, два, три. На 3 оборота примерно вот так от 1 сантиметров 35 может. Ну, смотря какая катушка. Тут надо смотреть, ребята. Просто дома грузило на дно, на пол положите и подмотайте. И посмотрите, сколько примерно поднялось. Плюс-минус. Живец какой-то, хрен знает. Живец у Кости был, хранился. Плохо себя чувствует. Раз. Два. Все, поехали. На катушке я 10 метров мотаю, ребят. Сами смотрите, у кого какие водоемы. Спрашивают просто. Кто-то судака, допустим, ловит на 7 метрах. Понятно, что 3 метра остается, это мало. Надо 15 мотать на жерлицу. А если вот такие глубины, 1,5-2, то 10 метров вполне хватает. Даже 7, ребят. Все, ладно, потихоньку работаем. Один на льду, на озере, ребята. Красота. Глубинка уже здесь. Раз, два, три, 4. Повыше поднимем. И, наверное, здорового жуца поставим на пятак, на пятерочку. На пятерочку, ребята. Как вы думаете, а? Где там у нас какой-нибудь карась? О, какой якутский живец, ребята. Я таких называю. Можно жарить. Ну-ка, мать, открой-ка. Открой личико, Зульфия. Блин. Неудобно держать, здорово. Ну-ка, за пятерочкой съезди в магазин.
Опа. Ух, какая матера, лишь бы самострела не было. Тут повыше поднял. А вдруг на пятак зарядит, ребята. Процесс идет потихонечку. Так, сделал петлю, захожу в центр, иду в ту сторону и возвращаюсь. И потом где-то какие-то прогалы, пустоты туда буду втыкать. Ну, далеко не расширяюсь. Хоть можно и ездить на технике проверять, но первый выезд, ребята, у себя, так скажем, дома. Так-то уже 2 хорошие поездки были. Щук-то мы подловили неплохо. Кто смотрел. Не знаю, ну вот меня смущает, что вчера ребята стояли, у них было около 10 загаров, и взяли 2 небольших, ну вообще там шнурки, короче. Вот в чем прикол. Ну пока ставлюсь, вот 9 утра, загаров нету, обычно не успеваешь. И сработало. У меня было пару раз, ну раза 3. Первую поставил. Начал вторую ставить. Первая сразу стрельнула. И раза 3, наверное, третий. Вот третью ставлю. Первая, вторая стреляла. И пару раз было, что живца отпускал. И хватало сразу. И такое было. Вот. Такие Уже дела. заканчиваю, ребята. Что-то, видишь, живец какой-то сдохший. Вообще не шевелится. Костян что, не менял, что ли, воду? Вообще. Охренеть. Вон, блин. Все поумирало, ребята. Снизу достаю. Блин, а. Ну, Костян, блин. Еще вдвоем хотели ехать. Хрен бы там. О, что зашевелилась малыха. Что-то на последнем вздыхании. Ладно, иди. Может, отойдешь там. Сейчас срочно надо воду поменять. Посмотреть, что там как. Давай, подруга, не знаю, будешь ты. Что-то шевелится вроде чуть по чуть. Ну, Костян, а? А, нянчится воду менять. Не знаю, как они в кан. Я у него кан забрал с утра. Вода мутная. Трупов надо убирать, она же воду портит. Рыба умирает. Ё-моё, надо срочно перебрать. Что тут у нас, ребята? Вода вон мутнейшая. Это живая. Это живая. Пескарь. И то сдох. Ё-моё, а. Вот живая. Помимо живая, вот что-то дышит. Помимо кислорода, блин, надо же еще и воду менять. Охренеть. Порыбачили, называется. Ну что там, никто больше не... Придется на мертвых рыбачить, ребят. Без вариантов. Что делать-то? Ночевка, походу, отменяется. Ночевка отменяется. Однозначно. Что мне тут? Без живца. А я удочки не брал. Окуня можно было, в принципе, попробовать половить. Жесть, блин. Косяк, Костян. Большой. Еще вдвоем с тобой поехали. А я что-то иду, ищу. Раз выкинул. 2 выкинул. Думаю, блин, что за хрень?
Ё-моё. Может, какие-то отойдут, не знаю, ребята. Беда, этих тоже попробуют забрать. Жесть, блин. Фу, ребята, ну все. Поставил я 15 штучек. Да. Живцу всему хана. Как говорится, доверяй, но проверяй. Не плашай. Почему у Костяна они были? Потому что у меня, ребята, компрессор сдох, моторчик. Заказал, сейчас жду. Костян, говорю, есть? Он говорит, да, давай, говорю, вот это у тебя. Потому что первый день мы ездили, что-то половили, второй день что-то половили. Все они, ребята, вон, все, я не знаю, что с ними. Я хрен его знаю. Некоторые даже глаза мутные. Может, теплую воду он налил, менял. Это тоже может быть. Если даже дома чуть она постояла вода, я с колодца добавляю, то все, сразу хана, ребята. Ну, гидроудар, как называется. Только с колодца холодную воду и сразу в холодильник. О, а что у меня там такое? Ой, ребят, флажочек валяется в стороне. Я-то думал, блин, что, как сработок, что ли, нету? Блин, а там, оказывается, флажок валяется. Видать, бандануло, ребят. Пойдем. Да, точно, ребят. Флажочек отлетел. А плохо на этих жерлицах держатся. Они старые уже у меня. Такие, вот куда-то ездить так, ну, мало ли где-то вот оставить там что-то еще, не боясь, что если украдут, не жалко. А так, ребята, 10 часов. В 9 я начал, 10 ровно за час поставил. С этой стороны поклевка. Ну, мне кажется, живец-то сам не сможет сдернуть. Тут живцы-то все такие полуприсмерти. Первые штук 10, наверное, я поставил там, такие бодрые. А потом что-то раз, хрень какая-то, два, хрень какая-то. О, что это такое? Вот такая хрень, ребята. О, держишь, что ли? Помотала. Так-то. Оп, есть. Есть, ребята. Мелко. Черные бронзовые щуки. Такая грамм 800 под килограмм 900. Вот на такую плотвичку взяла. Отлично. Первая есть. 900 грамм, ребят. Так. А что, где у меня шумовка? А шумовки нету, да? Шумовки нету. Придется багориком успокоить, сделать. Вон, видали, какие они тут красивые, ребята. Здесь такие же окуни. Черные. А ерши здесь какие страшные. Как угли. Как угли, ребятки. Опа. Вот такая щучка, ребятки. Ах, красавица. Ну, 800 грамм, да. Не больше. Не больше того. А живца-то все. Нету. Живца-то, ребят, нету. Мертвого живца тоже ставить, получается, через жабры. Он будет висеть вот так, несущественно. Если мертвого живца, то надо за спинку цеплять. С этой стороны получается поклевочка. Я начал с той стороны ставить. Что тут такое?
Ну, тут не глубоко. Миляк здесь. Раз, два, три. 3,5. 3,5. 3,5. Ну, такая небольшая сорожка. У меня-то там местами вообще здоровые стоят. И чё? И кто? Блин. Вообще же никто не шевелится. Вот это что-то там, да? В полуприсмерти. Что-то вроде... Блин. Костян. Костян, значит, это что-то вроде... Ну, там есть какая-то живая. Вот это, во. Все, блин. Я манал, блин. Да еще что-то вот шевелится. Чуть по чуть. Опа. Чуть по чуть шевелится. Что делать? Ничего не поделать, ребят. О, загар, ребят. Центровой. Прям на глазах. Выход, что ли, пошел. В центре ударило. В том углу. Ого. А так вот берегом пошел, нифига. А в центре хотел еще посорить. А чего, живца-то нету. Так что-то кинул. И вот ударило. Это буквально сейчас недавно только поставил. На здоровую сорогу такую, ребят. Ай, блин. Ладно, что. Всяко бывает, как говорится. Всяко бывает, как говорится. Ну что ты там не пробиваешься? Вот так вот. Ладно, что, пойдем туда. Не спешонько. Пойдем туда не спешонько, ребята. Живец же не может. Живец-то вялый такой. Ну, постоим, что покурим. Понаблюдаем. Понаблюдаем. Постоял 2 минуты. Нифига не мотает, не крутит. Или мелкая, ребята. Мелкая скоросючка. Не понял, держала. Держала мелкая. Что-то вон тут какая-то пиявка, походу. Вообще мелкая. Но живец точно сам не сдернул бы. Но вряд ли. Раз, два, 3. 3,5. Но вряд ли, ребята, живец. Он еле-еле живой. Хотя хрен знает. Ну что-то как будто кто-то держал. Плотва сама не могла сдернуть. Ну хотя, может и быть и самострел. Может как-то зашевелилась там. Испугалась. Так, ну ладно, все. Погнали пить чай.
Ваше здоровье. И что-то как-то поставил. Непонятно. Ну, вот так чуть, ну ладно. Так, ребят, 10 часов. Начало 11. Сейчас такой самый пик, ребята. Световой день очень короткий. Ну и так, знаете, как будто вот сейчас день, а такое ощущение, что ну, сумерки какие-то. Зимой солнца мало у нас. Только в морозы. И то встает чуть-чуть и садится сразу. Хрен знает. Ну, обычно вот в 9 часов самый выход, ребят. 3-4 загара-то должно быть по любе. А тут вон вообще никак. Одна попалась, и сейчас непонятная какая-то сработка. Может, мелкая щука. У пацанов тоже, они вот вчера были здесь. Они стояли там в начале. За целый день сработок 10, но все, говорит, холостая. Вся вот хрень какая-то. Поймали две небольшие щучки, что ли. Озеро небольшое, километр всего, километр 100. Но сеток здесь, ребят, хватает. Базара ноль. Тут весной, летом сетки стоят. Мужики тут ловят. Такие дела. Ну что, посидим, что, ребятки. До 2 смело можно сидеть. В 3 часу уже будет темнеть. Вот посидим. Ну, походу, ребят, без ночевки. Хотелось бы, конечно. А что, смысл? Я не вижу смысла. Ладно бы даже если поклевок бы не было. Но нету живца даже. Настроение сразу упало, блин. Ай, блин. Костя. Не знаю, почему так получилось. Ну, воду надо менять хотя бы раз в день, раз в два. Как минимум. Помимо того, что компрессор стоит, все равно надо менять. Нянчиться надо. Постоянно. У меня, кстати, я бывает живца ловлю в деревне. А сам-то я живу не здесь, ребят. Я же живу в другом селе, получается. 12 километров отсюда. А база-то у меня вот именно здесь, у мамы, так скажем, где я родился. Живца ловлю, и вот Алена Сергеевна нянчится с ними. Меняет воду, там компрессор туда-сюда. Огромный молодец, в общем, она. Семейный подряд, ребята. Ладно, что, побалдеем. Ветра не особо. Есть небольшой, но нормально. Снега нету. Вчера вот буря была жесткая. Ну, уже одну поймали. Уже не пустые, ребят. Как говорится. Пошел, наверное, ребята. Минут 40 после того, как я пришел сюда на лагерь. Сработка. Самое, что интересно, на ту же жерлицу, ребята. На ту же жерлицу. Сработка. Но нифига не крутит. Минут 40 прошло, ребят. Попил чай. Сюда-сюда что-то. Смотрю, флаг встал. Плохи дела, ребят, плохи. Парни вчера стояли, после того, как отрыбачили, сматывали жерлицы, карась, говорит, весь мертвый. Блин, что, кислорода уже нету, что ли? Вроде как ледостав-то тут всего лишь месяц. О, крутит, ребят, крутит. Начал подходить, закрутило. Блин, а тут же жерлиц, гаси. А все остальное молчит. Середка, тот край. Эта сторона. Такие дела. Все, ребят. Полная вымотка. Полная вымотка.
Все, забрал. Берем. Опа, ребята. Трофей. Хороший. Хорошая щука. Опа. Хорошая, ребятки. Ах ты, бля. Смотри, что делает. Трешка, походу, ребят. Чё себе? Вот вам и нифига. Вот вам и нифига. Не хочет заходить. Что там, где башка твоя? Хрена себе. О, да ладно, бля. Ха-ха, ребята, смотри. Ём, парасоте. Фу. Да ну нахрен. Это что за бегемон, блядь? Жесть. Вот это да, блядь. Фу. Охренеть. Фу. Ребят, это что за бегемот нафиг, а? Это беда нафиг. 7-8, наверное. Жесть. Фу, вот это да, блядь. Охренеть. Вот это дура. И лежит, ребят, смотрите. Мамаша. Все, поводок сожрала нафиг. Чуть-чуть бы и хана была. Блин, пропорол ей нос. Красивая башка бы была. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, тишина. Офигеть. Да ладно, бля. Фу, ребята, это, конечно, трофей. Это трофей, ребят. Охренеть. Вот это дубина, блин. Морду я пропорол. О! Ребятки, смотрите, какая щучка. А? Хвост какой. Жесть. Сейчас я буду вешать. Хрена себе, больше пояса. Жесть нафиг. Вот это да, блин. Хо-хо-хо, вот это хо-хо, блин. Сейчас завесим, ребята. Ну вот, походу, 7 точно, ребят. 8. Плюс-минус. Где-то так. Точно не знаю. Но это мой рекорд на жерлицу 100%. На мои старенькие жерлицы. Хорошо багор, блин, еще саняк был. Так бы все, хана. Тут уже под поводок, блин. Хрена она заела. Вот это зубины у нее, ребятки. Вот это у нее зубины, блин. Ну такая, что, понятное дело, копанет и не поперхнется.
Живчик-то у меня бодрый тут стоял как раз. Ладно, даже земник закрывает. Даже земник не справляется, ребят, с такой щукой. Вот это мне фартануло, конечно. Я знал, что здесь есть крокодилы. Но давно уже тут никто ничего не доставал такого плана. Блин, вот это щука. И все там в кишках, блин, уже. Вот чуть-чуть бы, если бы не 25-й поводок бы был, а 20-й, все, она бы срезала. Даже бы и не понял, что произошло бы нафиг. Мне хотя бы ушко открыть. Хотя бы. Нафиг. Срезать буду нафиг. Бесполезняк там нафиг. Вон, ребята, 25 сантиметров, 13 килограмм на разрыве. Килограмм на разрыве. Фу, блин. Вот это мандраж. Все стоит тихо, ребят, просто мертво. Время уже такое подходит. В плане утренний выход закончился, день. Сейчас скоро уже типа темнеть будет. Ну не типа. Да. Это, конечно, дела, блин. Ну, леска здесь у меня крепкая. Так, что, ножа никакого нету тут у меня случайно. Ножа нету. Фу. Вот это малыха. Вот это мамаша, ребята. О, блин. Жесть. Вот это фартануло, братва, базара ноль. Блин, аж руки трясутся. Офигеть. Поросенок, бля. Охренеть, бля. Блин, ну надо же, а. Батарейки сели. Да, все, работает. Ваши ставки, господа. Хрен знает, ну 7 точно, наверное, есть.
Ребята, 7935. 7935. 8 килограмм. Охренеть. Восьмерка. Фух. 8,25, ребята. Ну, еще раз перевешиваю. Короче, 8 килограмм. Щука. Вот это дура, блин. Да, это у меня трофей по жерлицам. 8,25. Вот такая, ребят, красотка. А? Пойдет 8 килограмм и 800. Красавец. О, бомба. Вот это да, вот это не клюет. Вот такой бонус, блин, прилетает. Офигеть. Круто. Срочно обмыть это дело, ребята. Это дело надо обмыть. Такой сижу. Минут 40 прошло. 11 часов, думаю, ну все. Пацаны вчера, думаю, проиграли. Ну, у меня такая же беда. И тут тебе такой бонус. Давайте, ребята. Я много раз говорил, что на рыбалке одна поклевка может сделать все. А на охоте, ну как там говорится, один миг, один выстрел, одна поклевка. И вот, пожалуйста, 8 килограмм. Ну, башка там килограмм. Ну, 6 килограмм, ребята, филе. Ну, 5 килограмм, пусть минус. 3 килограмма там требуха, плавники, голова. 5 килограмм, ребят, чистого мяса. Ну, такую только на котлеты. Это у меня трофей. 8,25, ребята. Я даже летом такую не ловил. А летом у меня 7,600, 7,800, что-то такое. О, очень хорошо. На озере, ребят, сегодня красиво, очень спокойно, так тихо. Такой вот, такие берега здесь топкие. Береза. Жилички стоят, молчат. Спокойно, тихо сегодня. Вчера буря была, сегодня спокойно. Но рыба не клюет, ребята. Повезло, конечно, мне с бонусом. Вот такая торпедка, блин. 800 грамм, ребята, и 8 килограмм. Офигеть. Прям лежат так рядом, знаете, и непонятно, блин. Хорошая, конечно, мамаша. Это прям настоящая мамаша. Хвост, блин, офигеть. Красавец. Вот такие делы, ребята. Время 12 часов. Вот думал, вот оставаться, не оставаться. Ну, живца нету, поклевок нету. Ну, что, мне смысл здесь сидеть одному? Хотя можно было кайфануть, как бы так, в плане этого. Приготовить что-нибудь вкусного. Я там взял. У меня там бутылочка есть. Вот. Собирались-то все равно с Костей, как бы. Планово. Брикеты 2 пачки взял. То бишь, хотя здесь дров, проблем нету с дровами, ребята. Все береговые деревья полностью сушняк. Сухие. Приехал, напилил, загрузил. А брикеты старые, там еще с прошлого года в гараже. Надо их сжигать. Они все равно уже как-то влагу берут свою. Ну, это, ребята, фарт. Вот это прям фарт. Знаете, это прям вот, ну, не клюет же вообще. Смотрите, вот мертвого. Вчера у пацанов то же самое было. Вначале там где-то они на мелкую щуку нарвали, скорее всего, вот он и загары делала. А здесь просто бац, и поклевка, и трофей. Ну, блин, вот как это, ребята? Ну, это вот, как говорится, бог не фраер, видит все. Спасибо, конечно. Я очень рад за такой бонус, блин, реально. Тем более у себя на родине, у себя на своем водоеме. На Тафаларе, ребята, на кормильце.
Вообще так спокойно, так тихо, ребят. Знаете, аж прям... Вот есть такое выражение, типа, глохнешь от тишины. Вот то же самое. Вот сидишь, когда один. И вообще. Просто в 3 потемнеет, ребята, и все. Из 3 часов до 8 утра будет темень. Не вижу я смысла. Да и живца нету. Блин. Хоть что-то можно было сейчас как-то переставить, что-то. Можно было продолжить эту сторону. Как минимум. Может как-то туда что-то еще. Но она не клюет. Если были какие-то сработки. А тут просто вот так на дурака как-то повезло, я не знаю. Она, конечно, в лунке, когда я ее забагрил, она, конечно, там жизнь отдавала. Ну, прям была бойня на, как говорится, на... Не на жизнь, а на смерть. Она прям вот так, я думал, она мне вырвет сейчас руку. Порвал я пассию, ну, достал. И все, она вот вылезла, и все, лежит, просто сила отдала. Ну, неактивная рыба. Оставим жариться, ребятки, чё? Чё тут ехать? Ну как, все равно километраж-то получается туда-обратно. Это уже там 30-ка почти. Оставим на ночь и чё? Приедем. Впереди выходные. Завтра уже. Так что, наверное, так. Еще перекусим, колбаску там брал. Чайку попьем. Можно 100 грамм. За трофея 100 грамм обязательно надо бахнуть, ребята. Как вы думаете? Погнали. Давайте, подтягивайтесь. Лучший рыбак. Душа поет, когда клюет. Это мне доча на 23 февраля подарила когда-то. Позапрошлом году вроде что. Чувствуется, холодает. Но к выходным там хороший минус нарисовывается. Там в районе 19 там, градусов. Ну как хороший. Относительно то, что было просто. Такие качели сейчас вот что-то вот стабилизируются. И снежочек выпал, и морозики. Ну, что-то на зиму похоже начинается. О. Ну все, вот. 2 загара, ребята. Все. Сейчас к вечеру еще, возможно, кто-то, может, шевельнет. Ну а так, в принципе, если утром не ловишь, то навряд ли. Навряд ли. Ладно, я решил 5 капель, ребята, бахнуть. Так как с этим озером у меня свои счеты. Когда-то я здесь откупился железом, как многие говорили. Потерпел здесь крушение. Может, новые подписчики не знают. Можете пересмотреть. 2 года назад я здесь неудачно заехал, так скажем. И провалился. Топил технику. Сам еле выполз. Ну, выполз я выполз как бы. Просто если бы я провалился в воду, то это было все хана. Было 4 метра на той точке, где я провалился. Вот. И собака ушла у меня под воду. У меня был лонг 500-й. Техника пролежала целый месяц под водой. Тоже люди писали, что ты там тянешь, не тянешь. Тут да не было тут толком нормального льда, чтобы делать эвакуацию. Плюс я подготавливался, что-то как-то продумывал, как все это. Ну и короче, все достали, ребята, все нормально. Ну, ушли там до хрена чего. Кофр открылся, получается, там был самодельный кофр. И когда собаку доставали, видать, ее перевернуло как-то. Ну, короче, не было вещей. Бур ушел там, ну это мелочи. Вот, набор ключей из дорогих. Понятно, сама техника. Обидно, что намочил камеры. Остался без камер, камера была новая. Вот. Ну, короче, нормально я так-то по деньгам летел. Ну еще я восстановился. Вот. Потом здесь пищня
Не по моей вине, конечно. Парнишка там взял печню, дорогущую печню ручной работы, вот, и утопил ее. Короче. Вот, озеро забирало. Сейчас озеро просто дало, понимаете, ребята. Сейчас озеро меня хорошо встретило, поприветствовал. Я не спешил в этом сезоне, сюда не прорывался, потому что сюда доехать не просто так. Как минимум надо речку переезжать. Вот такие дела. Так что как-то так. Давайте 5 капель. Кто со мной? Летом лодка мой дом. Ага. Зимой на тафаларчике можно их перекусить. Колбаски, ребят, зеленецкие, наше производство. Ну, я имею в виду Республика Коми. Но будем, как говорится. Ваше здоровье, ребята. Как бы сказал корешок мой, как теща под лед пошла. Нет, есть тещи хорошие. Время, ребята, 2 часа. Сколько сейчас точно скажу вам? 1:30. И у нас загарчик. 3-й загар. Середочка, ребята. Серединка сработала. Только-только. Пойдем посмотрим, что там у нас. Чувствуется, холодать начинает. Середочка. Ничего себе. Полная вымотка. А только сработала. Вон я оттуда пришел. Фига быстро вымотала. Будем брать. И холостая. Полностью вымотал и холостая. Нормально такие порезы. О. И выплюнула. Что-то не понравилось. Ладно. Блин, там, не знаю, есть еще живой какой-то, нет? Середочка. Жерлицы вот эти, конечно, не берите, ребят, такие жерлицы. Говно полное. Это, не знаю, ямановские вроде. Вообще не жерлицы, хрен знает что. Поставил здоровенную сорогу. Такая, блин, грамм 100, наверное. Что-то вроде так еще шеволится. А вдруг, ребята, на 9. А я шучу. Ну, блин, взяла, активно вымотала и выплюнула. Вот и все. Вот 3-я поклевка получается за сегодня, не считая той. Ну, я думаю, что там, возможно, даже самострел. Хотя, навряд ли. Боданула щука, наверное. Будем считать, что 3.
И все, ребята. Ну, до темна достоим, до сумерек. Фара есть, фонарики есть. А вдруг... Вот это получается сейчас вечерний выход должен был быть. Второй час, вот перед сумерками. 3 выхода, рыбалка в 3 выхода, ребята. Это утренний, там с 8, ну до 10, до пол 11. Потом затишье, там часа полтора. Обеденный, такой небольшой выход бывает. И вот уже вечерний, под сумерки. Частенько вот именно вечерние выходы трофеи ловились тоже. Блин, подхожу и такая полена лежит, ребята. Аж не по себе как-то. Так, ладно. Постоим еще, ребята. Есть у нас еще часик. Плюс-минус. Да попрем домой. Не знаю, сани можно даже не разгружать будет. Готово в экспедицию, ребят. Все там. Топливо. Пачка брикетов там. Тут брикеты. Скоро ко мне дядька приедет интересный. Вы его знаете. Вот. Напишите, ребят, кто думает, кто приедет. Вы не поверите. Такие дела. Третий загар на эту же жерлицу. Охренеть. Третий загар. Я как-то говорил в комментариях, не в комментариях, точнее, по видео мотает. Вот эти штучки изолента, ребят, тоже помогают, конечно. По поводу сработок на жерлиц. Многие жерличники утверждают, что с одной удки поймаешь только одну. Здесь какую-то куда-то я попал, ребята, походу. Офигеть. Мотает потихоньку. Пойдем смотреть. Ладно, ребят. Что-то нифига. Тишина. Помотала и бросила. Мелко, походу. Да он и так-то еле живой. Попробую что-нибудь найти. Опа, сработка, ребята. Еще одна. Ха-ха-ха. Может, реально выход вечерний пошел, ребят. Нереально, а точно. Там возле мотособаки флажок. Вот. Блин, может, ночью клюет. А я тут домой собрался. Да что, без живцов все равно что делать? Ну, чуть помотала, чуть-чуть, по чуть. Раз, два, три. Так. Что-то вроде шевелится. Поставим сорожку по матере. Еле-еле, конечно, она, но все же. В воде, походу, немножко очухались. Так, погнали туда. Вот, та сторона щелкнула. Это меня радует. Поперли. Ух, набородила-то. Жесть. Что тут она делала? Сильно ударила, походу. Сильно ударила. Ну, походу, бац. И все, она, скорее всего, холста. Ну, подождем. На крайняк. Спешить не будем. Походу, ребятки, тишина.
больше не мотает. Да, сильно ударила. О, сорока тут боевая еще. Нифига, тут резвая какая. Опа, тихо, 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 мать. Вон, клык. Ну, бац. И все. Клычок оставила свой и убежала. Обычно так, когда резко, да, обычно так и бывает. Ударяет и все. Раз, два, три. Вот так вот. Ну, хоть какая-то активность тоже радует. А то стоишь, смотришь в пустоту, как говорится, ни о чем. Спустя еще полчасика, ребят, уже заметно начинает темнеть. Вот 2 подклевки подряд. Непонятно, там полная вымотка такая сразу, причем махом. Вот бывает, что вот это крупная рыба, крупная щука вот так делает. Берет просто и ходом, знаете, не останавливает. У меня был случай такой, как-то с Мишанькой на этом озере тоже были. И мы стоим, я что-то готовлю, не помню, что-то я делал. Ну, не суть, в общем. Макароны что-то варил, ну, как обычно. На льду, плитка на льду, что-то санями обложились, ветер. И жалится вот буквально, я не знаю, ну, как вот, допустим, вот это. И я здесь готовлю. В общем, бац, флажок. Я говорю, Миша, смотри, говорю, флаг. И катушка просто интенсивно начинает мотать. Просто мотает, мотает. Я говорю, Миша, труба. В общем, она, ребята, доходит до конца. И вот, ну, просто, знаете, как шутя. Просто чоу, такой щелчок. Вот просто леску рвет на узле. И все. Просто, ну, взяла хорошая рыба, пошла ходом и просто оторвал. Офигеть. Ну, допустим, вот такая рыба, она вот может вообще в легкую такое сделать. Просто взяла и ходом идет, и натяжение просто. И жалицу аж переворачивает, короче, и все. Ну, так чисто. Что вот вспоминаю, что вот было вообще как бы. Ну все, что, полчаса еще, ребят, максимум. И будем сворачиваться. Будем сворачиваться. Ну, дождем прям капитально. Раз уже такое дело. Раз уже не остаюсь. Так бы сейчас уже по латочке сидел бы, грелся. Такие дела. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю вдвоем. Сяду я верхом на коня. Ты иди по полю меня, а я брусничный лес. Али есть то место, али его нет. Вечный до рассвет. Али есть то место, али его нет. Так, ребят, ну чё, все потемнело полностью, что-то начал собираться,
Что-то маханул фонариком. У меня там флажочек стоит. Не было видно. В том углу, ребят, сработал. Хорошо видно. Это самоделки. Дорабатывал сам лично. Супругой помогала мне клеить флажок. Пойдем сходим посмотрим. Достоял, ребят, я до полных сумерек. Все уже сейчас махом потемнеет. И смотрю, стоит эта сторона. Интересно. Интересно, интересно. Походу недавно клюнул, потому что еще вот до этого еще светло было. Сейчас каждые 5 минут, ребят, темнеть начинает махом. Как раз живой пескарь есть. Полная, ребят. И натяг вроде стоит. Огонь. Так, ладно. Пробуем. Опа. Есть. Опа. Ребят. Хорошая. Хорошая щука. Хорошая. Нормальная щука. О, какая. Ху-ху. 2,5 где-то, ребят. 2,5. Черная. Красавица. Вот вечером, ребят, вышла. Смотрите. А? Блин, не зря. Не зря, ребята, я дождался. Ой, черная красотка. 2,5. Так. Ладно, у меня как раз карась живой. Огонь. Щука, ребят, вялая. Смотрите, достала, она даже не шевелится. И там все в шахте. И там все в шахте. В шахте, в шахте. Ну чё, я считаю, что даже... Блин, если бы, конечно, живец, я бы остался. Ё-моё. Ё-моё. Опа. Фига, чуть в глаз не прилетело. Крупнячок, ребят, ходит, получается. Все там, да ё-моё, а. Что ты будешь делать? Блин, ну 2,5 это же тоже хорошая щучка-то, по идее. О, сорога, ребят, смотрите, дергается. Но ей, скорее всего, хана будет. Да, ей хана. Вот такая малыха. Пойдет. 2,5, да. Че, может, ставим палатку, ребят, да ну его нафиг. Домой не поедем. Да ладно уже, что, я уже собрался. Бур уже собираю, все. Собрал, точнее. Короче, трофеи есть. Сегодня прям как-то так на эмоциях все это. Легко, спокойно.
все, ребята, полностью потемнело. Еще и одна попалась, так скажем, довесок того, что сегодня можно было поймать. Я считаю, даже, ну, как-то вот так, редко, но с трофеем, с бонусом, блин, ну, круто, на самом деле. Вот сейчас думаю, блин, может быть, реально нужно было остаться. Ну, ладно, ребят, что уже, как-то тоже переобуваться неохота. Поеду домой уже, тем более своим отписался, что связь немножко полавливает, что приеду. Вот, жерлицы, ребята, оставляю в ночь. Посмотрим. Вот по сумеркам еще одна бахнула. Возможно, ночью что-то еще будет. Ну и как минимум завтра утром. Вот, завтра приедем. Посмотрим. Ну а так, я считаю, шикарная рыбалка, ребят. Все, ладно, не получилось, что-то не получилось, что-то и получилось. Все, Тофик прогрелся, ребятки. Щуку покидал вот так. Все, выезжаю домой. Все, ребят, давайте, до завтра. Всем связь. О, подогревы, ребят, работают. Я раньше не понимал вот эти подогревы, но они вроде как греют, но до скорости руки мерзнут. А вот с этими муфтами, как они называются, вообще класс. Ребята, всем привет. Пересек реку, проехал уже полпути. Недавно ездил на рыбалочку, ребят, кто смотрел, поймал бонуса на 8 килограмм щуку. Серьезный трофей. Прям, ну, для этих мест, для наших, ребят, это серьезный трофей, потому что, ну, на 8 килограмм на жерлицу это хороший бонус, хороший. После рыбалки, ребят, я оставил жерлицы в ночь и уехал. Вот сегодня еду за жерлицами. Прошла ночь без присмотра. Ну, по следам вижу, что никто не заезжал. А время уже обеденное. Светового дня осталось пару часиков, нужно успевать. Я думаю, успею. Вот. Ну, 3 часа еще есть в запасе с сумерками. Так что надо успевать, ребята. Похолодало. Вчера было -5. Сегодня уже -11. А к ночи будет еще холодать. А в воскресенье, ребят, сегодня пятница, будет 26 минус. 26-28 мороза. Вот, соответственно, по-любому жерлицы нужно снимать. Еду налегке, ребята. А в кофре там сумка для жерлиц. Плюс-минус там саночки. Короче, ну, термосок. В общем, еду налегке. И ветрено на озере, наверное, будет задувать. Ну, как-нибудь. Быстро-быстро
До темна надо успеть. Так что давайте, ребят, не будем терять время. Поехали. Полетели. Еду без перчаток, ребята. В прошлом сезоне поставил вот такие муфты вот эти. Включаю подогрев. Фара, в принципе, не нужна. И там такое тепло, такой кайф. Даже приходится выключать местами, потому что сильно нагревается. Вообще по кайфу. Не зря поставил, не жалею. Буранка немножко подстыла. Если вчера еще было мягенько, а то сегодня она уже твердая. Особо не разгонишься. Снега и так не так уж и много еще. Полетели. Так, друзья, ну что, добрался я до озера. Воды, блин, море. Хапанул там. Не знаю, ну вроде повылетало все. Блин, сейчас морозы. Все это застынет. Ну там по болоту идешь, там вот так, прыг-скок. Там захочешь, отобьется все на обратном пути. Ветрено, ребят. Ну, есть на что посмотреть. Не пустые, так скажем. Сработки есть. Интересно. В тех местах, где вообще не планировал. Короче, сейчас покажу, ребят. Все подряд, ребята, бахнуло. И причем там жерлица следующая, которая идет. Я она там не вижу. Вот. Валяется флажочек. То бишь там тоже задер. Потом пусто. Вот на эту, кстати, вчера мы отловились отлично. Этот ряд, ребята, почти пустой, но есть две сработки. Вот одна. Вчера мы на эту поймали 2,5. И еще вот флажок, ребята, я ушел на глубину. Есть. Смотрю, ребят, пусто. Один флаг. Одна сработка есть, все остальное пустое. Ветер страшный, ребят, очень страшный ветер. Уж, ребята, руки стынут. Еще воду не трогал. Надо по-быстрому сделать.
и свалить отсюда. Так, пешню пока не беру. Я думаю, не сильно должно промерзнуть. Сейчас проверим сразу с этой, с крайней. Вода, водичка. О, воды, ребят, сколько давануло. Ну, сейчас мороз. Сейчас мороз. Все это встанет. О, вообще огонь, ребятки. А я, говорит, ты, говорит, боялся. Даже юбка не помялась. Живец, естественно, мертвый. Ну, воронью тоже. Кстати, посмотрим. Вчера там вылил всего живца. Приходил кто-то, лиса или, не знаю, там вороны прилетали. Но уже было сумеречно. Сумочки я высушил. Так, это не то. Где-то то. Так, поехали. В общем, того у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сработок, ребята. Сейчас посмотрим, какой будет результат. Ну, не замерзло, вообще огонь. К выходным встанет, и лед здесь будет уже порядком 25 сантиметров. Снежочек животворящий делает красиво. Вот без снега бы, ребят, были бы жесткие проблемы. Не понял, что так распущено сильно было. Или глубина такая, не помню. Сорвала еще живая. Так, тут поводок на замену. Сегодня взял полотенце, не забыл. Потому что, ребят, рукам будет капздец. Тут поводок на замену. Вот, а дома займусь, ребята. Вот этот хвост я убираю нафиг. Это после щуки. Когда щука повисела ночь, допустим, то поводок страдает. Вот так. Ну, в общем, так потихоньку, ребята, и пойду. Что, печней долбить не надо. Собирай по тихой грусти, и все. Так, ребят, первая сработка. Дошел до первой сработки. Леска есть. Ну, чуть-чуть осталось. Я специально приехал чуть-чуть попозже, ребят. А, здесь, походу, перехлест. Из-за этого приехал чуть-чуть попозже, чтобы как бы дождаться утреннего выхода. Не ехать с утра. К сожалению, ребят, никого нету. Первая холостая. Первая холостая. Ну, вымотала вон хорошо. Вымотала хорошо. По живцу непонятно, скорее всего, мелочь. Скорее всего, мелочь. Вот сегодня вороням будет праздник. Поводок на замену. Вот такие дела. Так, потом 3 подряд не сработавшиеся, и в глубину ушел. Вот есть загар. Поглядим. Приходится вставать спиной, ребят, потому что, ну, вы меня вообще не услышите. А, вот это жесть. Офигеть, сейчас будет стоять здесь рыбачить. Не съел, никто не приходил. Все замерзло. Ну, листьев следов я особо здесь не видел. Вот, только там по полям мышкуют. Вот. А ворон, что-то не знаю. Не увидел, что ли. Сороки-то здесь вон летали вчера. Ничего, не пропадет. Песка, ребят. Вчера здесь щука попалась вечером. Я его насадил. Отклемался, бродяга. Повезло тебе, друг мой. Давай, иди. Иди. Иди, двигайся. Смотри, не попадись там. Но
Выезжал. Правда, переехать пришлось ему с речки на озеро. Но я думаю, нормально здесь условия. Здесь песок тоже есть. Он пески любит. Может и поживет и здесь. Офигеть, петь. Так, друзья, ставим вставки. Ставим вставочки. Полная вымотка. Полная вымотка. Здесь вот еще леска у меня. Надо ее менять. Есть, ребята. Есть щука. Щучка нормальная. Больше килограмма даже. Пошла на меня. Вот такая щучка. Тихо, тихо, мать. Ну, килушка железно. Железно-бетонно. Килушка железно-бетонно. Красавица черная. Вон крючок, видите где, ребят? Там. Вот на такую сорожину хапнула. Блин. Придется операцию делать. Как ни крути. Как и ни крути. Операцию придется делать. Зевник доставать. Вот тут такая сумочка у меня здесь. Поводки, крючки, грузила. Всякое, короче, барахло. Но без него никуда тоже. Так, вроде хорошо открыла рот. И закрыла обратно. Вот на такую сорожину килограмм, ребята. Щуки. Никогда не надо бояться живца. Как минимум. Все. Готово. Что-то кровит вообще, офигеть. Давление, что ли? Жестко кровит. По жабрам вроде не попало. В пищеводе был живец. А кровит. Так. Далеко не буду убирать. Это мало ли еще пригодится. Так, ладно, пускай подстывает пока. Наверное. Или что, ее возьмем на этот. На багорик. Так потащим. Не хочу морать сани. Все в крови будет. Так, у меня... Оп, оп, оп. Есть. Есть контакт. Ну все, ребятки, что? Одну взяли. Кто-то спрашивал, как-то вкус озерная щука. Пахнет, не пахнет. Вообще, ребята, ничем не пахнет. Никаким запахом нету. Не отличается от речной. Вкусная, очень вкусная щука. Сочная. Не знаю. Тем более вот такие вот килограмм, полтора, это самая вкусная рыба. Вот. Вот такая сорожка, ребят. Смотрите. Не маленькая, да? А ничего, попалась. На тройник, скорее всего, бы, ребят, так бы не получилось. Мне кажется. Что-то тут все подзамерзло уже. А, еще и живая, ребят. Смотрите. Ну, нормально. Так, что тут поводок? Тут еще послужит, в принципе. Так, собрал комплектик. Здесь у меня 9 штук. Тонаровские, ребят. Вот, обязательно считаю флажки, чтобы нигде не потерять. Флажки тоже переделаны. Покупали, получается, ткань. И самоотражайки клеили клеящим пистолетом. Флажки чуть больше, чем стандартные, потому что заводские вообще фуфло какое-то делают. Маленькие, ни хрена не видно. Разваливаются, отклеиваются. Сразу, если, ребят, покупаете, переделываете.
Сразу, моментально, я вам говорю. Вот. То, что нравится, вот этот плюс, они очень маленькие. Место занимает вон такая сумочка всего лишь. Куда-то в поход, пеший, допустим, пойти. Ну, отлично вообще. Так, ну все. Теперь эти остались дособрать. Так, середку почистил. И вот у нас край, ребята, весь сейчас горит. Я надеюсь, что что-то тут снимем. Но это не точно. Вот, пожалуйста. Первая. Ну, холостая. Холостая, ребята. Сороку крупную, которая была на крючках, она еще живая. Котам надо отвезти. Котов деревенских много, в соседей. Надо подкармливать тоже. О, она даже живая, ребята. Фига себе. Может и самострел даже вот этот. Отошли в водоеме. А то в кане-то они вообще еле-еле. Короче, такие дела. 4 флажочка, ребята. Делаем ставки. У меня там бубенчики приделаны. Звенит, ребята. Знаете, такой сразу. Сейчас иду, ближе подхожу, слышу звон такой. И этот сразу к лету, знаете, такое. Ну, фидер, что-то такое. Ух, вот это ветер, блин, ё-моё. Задувает. Ну, циклон идет, морозы. Все, давайте. 4 желицы, ребята. 3 щуки надо снять. Так, первая. Первая. Вижу леску. Плохи дела. Плохи дела, ребят. Плохи дела. Холостая. Мелкая щука, походу. Походу мелкая щука. Зараза. О. Блин, ты что, живет что ли ожил или что? Самострел, походу. Ну, походу, да, ребят, что? Походу, самострел. Блин, очухались, что ли? Ну, сорога здоровая. Вчера они что-то у меня все начали помирать, кто смотрел ролик. А тут прям очухались в озере. Кислород есть, значит, все нормально, живые. Ну ладно. По ряду следующая, ребята. А здесь вроде с леской все в порядке. Лески нету. Сейчас спиной встану, ребят. Да, полная вытяжка. Вытяжка, говорю, вымотка, натяжечка. Опа. Будем поглядеть. Что-то вроде тянет как будто. Опа. Есть, ребята. Оп. И куда-то завела. Ё-моё. О, пошла вроде. Ребята, щука-то не, походу, не хорошая. Щучка хорошая. Тихо, тихо, тихо. Тихо, мать. Щука-то нормальная, ребят. Щука-то достойная, ё-моё. Ну, такая, 2 с половкой. Отличная щучка. Ребята, отличная красотка. Вон какие бронзовые они. Ну, 2,5 где-то, да. Блин, огонь. Такая приятная. Сразу укол сделаем ей, чтобы не шутила. Что там? Требуется операция, да? Нормальная щука, ребят. О, это живет, что ли, мой там здоровый такой.
живцы-то вообще мощные были. Приберемся сразу чуть-чуть. Ладно, давай операцию сделаем. Да, все там, ребята. Все конкретно там. Как-то надо через жаберку зайти. Блин, вообще там. Просто там. Где там крючочек-то? О, получилось. Ну, поводку хана. Ну, ребятки, огонь. Я считаю, что огонек вообще супер. Но 2,5 точно есть. Щукамба. Отлично. Не зря оставил. Уже не зря оставил, ребят. Уже нормально. Уже как минимум бензин отбил 100%. Пускай лежит, промораживается. Ветер холодный. Немножко снежком ее надо положить отсюда на лед, чтоб мерзло. Так, ну что, 2 штучки. Это радует. Это радует. Опа, полная, друзья, полная вымотка. Следующая по ряду. Так. Сразу приберемся. Это, кстати, опасно. Когда-то оставлял, что-то тут тоже складывал жерлиц. Как потащило, чуть не утащило, короче. Че, пробуем. Опа. Есть. На меня пошла мелкая, ребят. Не большенькая. Ну как не большенькая, килограмм. Такая же. Черная килограммовая щучка. А? Красота. Красота. Опа. Походу недалеко здесь. Крючок. Но надо угомонить. Иначе рукам хана. Прилетел комментарий такой из Германии. Андрюха говорит, у нас на рыбалку сначала надо покупать дубинки, иначе будет штраф. Представляете, ребят? Ну что ты там? Захлопнула калитку и не хочет открывать. Опа. Нет, все там. Все, ребята, там. Опа. Давай на проморозку. Давай на проморозочку. Опа. Четко. Четко, ребята. Третья. Ну, 900 грамм. Килограммчика не будет, наверное. 900 плюс-минус. Ну, около того. Так, ладно. Сматываю. И у нас еще одна, ребят, валяется флажок. Картина приятная. Картина, ребят, приятная. Флажки только вылетают. Жерлицы старые уже. Сколько этим жерлицам уже? Ну что, 4-ю берем. И завтра в школу не пойдем. Опа, есть. Такая же, ребят. Не большенькая. Нормально. Больше килограмма. Шла что-то как-то спокойно. Кило 200. Нормальная щука, ребят. Хорошая. Красотка. О, четкая, ребят. Ну, отлично. Вот надо ее успокоить. Иначе начнет тут шурудить.
операция. Блин, без зевника вообще никуда. Тоже через жаберики зайду сейчас. Аккуратненько. Блин, все там. Как-то так, ребята. Рыбалка она такая. Опа. Четко. 4, ребята, съедобных. 2,5. Это 1,5, наверное, даже. Это даже 1,5. Блин, без мента я не взял. Ну, плюс-минус, да. 1,5, да, есть в ней. Может, кило 400, так, грубо. Все, огонь. 4 штучки не зря оставлял. Нормальный результат. Сейчас тут осталось 3 штуки собрать, и все. Ну вот, ребят, все, закончил проверку. Нормальный результат. Ну, сорогу эту я котам. Ну, вот это килл, да, они вот почти одинаковые. Это вот 1,5, около 2, наверное. Это вот 2,300, так что-то такое. Нормально, не зря съездил, ребят. Не зря оставлял. Хороший результат. Я считаю, клево не было. Нормально пойдет. Поехали, ребята, куда-нибудь заедем, чай попьем. Блин, тут ветер такой. Невозможно сидеть просто. Чуть-чуть промерзли вроде. Уже нормально. Уже хорошо. О, коты будут довольны. Коты будут довольны. Ну его нафиг. Такой ветер тут пронзающий. Руки аж жгет. Поедем лучше куда-нибудь в лес. Чай попьем. Не газуй, Викторович. Сидят ребята, красавчики. О, пошел. Пошел. Испугались. Поперли. Такие вот, ребят, хитрые. Там еще вдали сидят. Далеко. Вон 2 штуки еще. А эти ближайшие слетели. Красавцы. Так, в этом бардаке найти бы термосок. Мы его нашли. И очень хорошо.
Остановился в палисаднике здесь такой, ребят. Ну и ветер, блин. Косачи сидят, красавцы. Ну, рада, что есть птица, ребята. Как бы здесь, у себя недалеко. Что она есть, что она попадается, я ее вижу местами. Ну, на технике, конечно, гоняешь. Ну, большой маршрут проходишь. Пешочком походи, попробуй добыть. Чаечек, ребята, бомбезно. Ну все, отстрелялся, что, домой. Завтра морозы. С завтрашнего дня выходные морозы. Ну а потом погода вроде как, ребят, налаживается. Попрем куда-нибудь. Прилетают комментарии. Опять что за техника, Андрюх, ребята. Это FLR 600. Он у меня уже 4-й сезон. Боевая лошадка. Цены нет. Вообще огонь. Да, жалко, что сняли с производства его. Сейчас у ребят будет новая техника. Тоже 600, но, короче, поменяли немного чего. Вот. А так, в принципе, я доволен. Вообще аппарат для моих целей вообще что нужно. Есть все. Задний ход, большой кофр. 600-я гусянка, ребят, он для пухляка, ну просто милое дело. Тем более он легкий. Плюс на модуле я топчу дорогу. Блин, ну круто, все круто. 20-й двигатель, ребята. Расход минимальный. В принципе, можно починить на коленках. Ну а так что, свет, подогрев в ручек, блин. Ну все круто, круто. Не знаю. В прошлом году сделал небольшой капремонт такой по подвеске. Поменял пружины, там кое-что. В общем, техника заряжена. Единственное, что, наверное, сейчас еще поменяю масло. Вот. Хотя я менял его весной. Плюс-минус. Но я, в общем, ребят, в сезон меняю 2 раза масло. Потому что хожу много. И на этом экономить, мне кажется, не стоит. Вот. И сегодня в этом сезоне сейчас потеплеет немножко. Я тоже поменяю масло. Если хотите, ребят, кому будет интересно, ставьте плюсик. Могу тоже снять ролик. Ну, в принципе, ничего сложного нету. Так, в целом, просто небольшие нюансики, моменты и так далее. Вот. Такие видео тоже должны быть, как минимум. Потому что технику эксплуатируешь, я эксплуатирую жестко. Не то, что жестко, я очень аккуратно езжу, ну, как бы стараюсь не долбить. Ну, в плане выработки у меня очень много, конечно, по километражу за сезон. В этом году, конечно, все это задержалось, застоялось. На месяц, в принципе, можно было даже раньше выезжать. Ну, я говорю, если был бы снег. Вот. А так, вот пыляю. Ну, грубо говоря, что вот за 2 дня, считай, 70 километров маханул. Ну, плюс по деревне, плюс туда-сюда. Вот 2 дня, 70 километров. Я считаю, что это немало расстояние для мотобуксировщика, нежели кто-то вот ездит, допустим, деревенский там раз в неделю. Вот такие дела. Так что, как-то так, ребята. Ну что, зима, ребят, сезон в самом разгаре. Впереди много чего интересного, так что подписывайтесь на канал, ребята, обязательно. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Не забывайте за телеграм-канал, ссылка в описании. Там мы живем на близкой руке. Постоянно, каждый день что-то новенькое, фотографии, коротенькие видосики. Яндекс.Зен, ребята, у кого все плохо с Ютубом, Яндекс.Зен, там все в первую очередь. Вот. Ну и вообще, как бы так. Как-то оно так, ребята. Так что давайте, все, связь. Всем пока.